Первый Сухумский международный кинофестиваль объединил режиссеров из Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Словении, Хорватии, Ирана, Туниса и Марокко. На участие в кинофестивале подали 3500 заявок. Из них на конкурсную программу отобрали 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до 30 минут. На кинофестивале будет представлен самый широкий спектр короткометражных картин – мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы и драмы. Наше многоуважаемое жюри, хотелось поблагодарить за то, что, несмотря на то, что у вас большая занятость, все-таки приехали поучаствовать и создать эту атмосферу интриги, для того, чтобы все это было намного интереснее, чем просто просмотр фильмов. Церемония открытия была очень красочная, с красной дорожкой, с известными участниками и гостями в красивых вечерних нарядах, с интересными концертными номерами. В общем, все как и должно быть на подобных мероприятиях. На открытии Сухумского кинофестиваля был продемонстрирован видеоролик, где абхазские режиссеры Ада Квирая и Вячеслава Блотия рассказывают об истории абхазского кино. Затем с приветственным словом к участникам кинофестиваля обратился президент Рауль Хаджимба. Это настоящий праздник для республики, для наших людей и для гостей, которые прибыли сегодня к нам принимать участие в этом фестивале. Уверен в том, что участники кинофестиваля продемонстрируют свои яркие таланты. И, несомненно, эта демонстрация даст возможность определить, кто лучше, а кто еще должен работать. Для нас важно то, что такого рода мероприятия проводятся сегодня у нас, в нашей стране. Здесь вот был показан киноархив. Абхазия славится своими возможностями и киноиндустрией. Просто некоторое время тому назад нас подзабыли. Но я надеюсь, что начало положено, и те фильмы, которые будут представлены здесь, будут предметом дискуссии для жюри и хорошим праздником для наших зрителей. Особую благодарность хотел бы я выразить организаторам этого фестиваля, Государственному комитету по молодежной политике, всем тем, кто содействовал тому, чтобы этот фестиваль состоялся. Ну, а те, кто принимает участие в этом фестивале, я уверен, уедут с теплом, вспоминая об этом фестивале и помня об Абхазии. И надеюсь на то, что фестиваль будет иметь продолжение в добрый путь и на долгие года. Спасибо. По программе фестиваля каждый день будут идти два конкурсных блока в 12:00 и 17:00, и в каждом по 5-6 фильмов из разных стран. Оценивать киноленты предстоит международному жюри под председательством российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Анны Меликян. Быть в жюри не менее волнительно, чем быть в конкурсантах. Поверьте мне, я была и там, потому что это огромная ответственность. Ребята все молодые, я так понимаю, да, кто участвует. Я всем желаю удачи. Давайте надеяться на то, что нас ждет хорошее кино. Я лично приехала за вдохновением. И будем вдохновляться, судить будем честно. Видите, все очень разные, мнения явно будут разные, будет сложно. Но посмотрим, пусть победит кино. На открытии Сухумского международного кинофестиваля зрителям вне конкурса был показан полнометражный комедийный фильм режиссера Тимура Таня «Спасибо деду за победу». Еще раз я услышу, что ты хочешь напасть на Советский Союз, на Абхазию, что осталось тоже. Это моя история моего детства, на самом деле. Она просто так получилось, что она получила огласку, и поэтому она запомнилась. Это вот мой дедушка рассказывал мне такие байки. И потом, впоследствии, эту историю многие хотели экранизировать, мои друзья, режиссеры молодые. В конечном итоге мне почему-то захотелось самому ее снять. В первый день кинофестиваля были показаны 11 фильмов из разных стран. Кинолента «Новый дом» режиссера Жига Вирк из Словении описывает страхи многих жителей европейских стран из-за переселения к ним беженцев. Идея этого фильма появилась во время кризиса, связанного с беженцами в Европе, потому что был момент, когда очень много людей мигрировало из своих стран, где происходили какие-то действия, которые их вынуждали покинуть свои дома. Они мигрировали сначала в Турцию, а потом через Словению в Германию. И мы были таким своеобразным мостом, который позволял им добраться до их пункта назначения.
И идея возникла именно тогда, мы решили снять фильм об этой проблеме. Went through Slovenia to Germany, so we were kind of on a road. Показ короткометражных фильмов будет длиться еще 2 дня. Для зрителей организованы специальные показы, а уже 6 апреля состоится награждение победителей кинофестиваля. Награды за лучший фильм составят 200 тысяч рублей, за 2-е и 3-е место 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Также будут отмечены лучшие режиссерская и операторская работы, а также лучшие сценарий и актер. Алика Трапш, Леона Адлиба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.